От обеспечения безопасности продуктов животноводства и до охраны территории республики от завоза болезней животных из других регионов страны. Задачи, стоящие перед ветеринарной службой, настолько важны, насколько обширны. Так, за 2021 год ее работники провели более 1 300 000 вакцинаций животных. Уколы проведены от особо опасных болезней. Не зарегистрированы такие особо опасные заболевания, как ящур, сибирская язва, бешенство, грипп птиц и другие особо опасные болезни. Из карантинных заболеваний в 2021 году в республике зарегистрирован бруцеллез крупного рогатого скота. Заболело 7 голов животных, было зарегистрировано. Соответственно, больные животные сданы на убой, очаги оздоровлены. В 2021 году ветеринарными специалистами было проведено при угонного осмотра 7757 голов крупного рогатого скота, более 1300 голов мелкого рогатого скота и лошадей. По результатам после угонного осмотра на обезвреженном путем кроватки направлено 18 туш крупного и мелкого рогатого скота, утилизировано 7 туш мелкого рогатого скота. Результатом ветеринарно-санитарной экспертизы не допущено в реализацию, уничтожено 380 кг овощей и фруктов, 120 кг рыбы, рыбных продуктов, утилизировано 250 кг мяса и местной продукции. Здоровье животных в республике зависит во многом от качества работы ветеринарных лабораторий. В Ингушетии 2, по одной в Назрани и в Сунже. Там могут вовремя выявить болезни у животных, а после и провести процедуры, чтобы зараза больше не распространялась. За прошлый год провели свыше 300 000 исследований. Также нужно отметить, что ветуправление нуждается в обновлении технической базы, в том числе аппаратов для проведения УЗИ животных. На сегодня их в регионе нет. Я бы хотела попросить сегодня, чтобы для полноценной функциональной диагностики болезней крупных и мелких домашних животных, чтобы хотя бы для республики в целом приобрели один стационарный и портативный аппарат ультразвуковой. Получается, один стационарный аппарат и хотя бы один такой небольшой портативный для аппарата ультразвуковой диагностики. Участники встречи отметили, что будут содействовать в вопросе обновления материально-технической базы ветуправления, а также программы развития ветуправления. Это, по словам руководителя, решит все существующие проблемы до 2026 года. Хорошо то, что сейчас по мелким животным у нас есть специалисты, которые работают, и очень хорошо то, что вы это все на практике показываете. И вот по телевидению то, что показываете, в Инстаграме это все выставляете, это действительно это радует. Так что здесь вот и правительство я бы попросил, у нас есть резервный фонд. То если мы сегодня не вложимся в ветеринарную службу, хотя бы 10 миллионов, 8 миллионов, 7-8 миллионов, надо как-то их изыскать. Они тоже сейчас денежные средства, уже зарплатные услуги, какие-то деньги уже имеют. Так, включить эти денежные средства, часть оттуда, часть отсюда. И вот за 2-3 года что-то может измениться. Также на коллегии оценили работу управления и определили основные направления, на которые нужно акцентировать внимание в ближайшем будущем. Первый момент – то, что мы никак не должны расслабляться по сертификации и по бюджетному фонду. Нужно дальше. Потенциал в любом случае есть. Мы все с вами это видим. И при желании мы можем сделать еще лучше, еще лучше. То есть каждый год у нас в любом случае должно быть увеличение. Потом, я считаю, что самая главная задача – это аккредитация нашей новой лаборатории. Нам нужно до конца добить этот вопрос, потому что у нас в республике до сих пор нет ни одной лаборатории аккредитованной, а это очень важно, и федеральный центр от нас это требует. Ну а после всех докладов грамотами и денежными премиями наградили отличившихся работников ветуправления. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.